Навруз, что в переводе с персидского означает «новый день». Это праздник, отмечающий приход весны и обновление природы. Его история насчитывает более 3000 лет и восходит к временам зороастризма, древней религии, распространенной на территории современного Таджикистана и других стран региона. Согласно легендам, Навруз связывают с мифическим царем Джамшедом, который установил этот праздник в день, когда солнце перешло в созвездие Овна, символизируя начало весны и обновление природы. В Таджикистане Навруз является одним из самых значимых и любимых праздников, сопровождающимся множеством традиций и обычаев. Хонатакони – уборка дома. Перед праздником принято тщательно убирать жилище, избавляться от старых и ненужных вещей, что символизирует очищение и обновление. Приготовление праздничных блюд. Центральное место на праздничном столе занимает суманак – сладкое блюдо, приготовленное из пророщенной пшеницы. Процесс его приготовления длится около 12 часов и сопровождается песнями, танцами и загадыванием желаний. Считается, что суманак символизирует плодородие и изобилие. Оштикуни. В период праздника принято мириться с недругами, прощать обиды и начинать Новый год с чистым сердцем. Хафтсин и Хафтшин. Традиция украшения стола 7 предметами, названия которых начинаются на букву «С» или «Ш». Каждый из этих предметов имеет символическое значение, связанное с благополучием и процветанием. В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А в 2010 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем Навруза. Сегодня этот праздник символизирует мир, единство и согласие между народами, являясь источником нравственности, воспитания и созидания. А в горах Памира в это время запускают воздушных змеев. Их раскрашивают в цвета национального флага – красный, белый, зеленый. Чем выше взлетит змей, тем ближе наши молитвы к небесам, говорят дети, чьи предки 2000 лет назад делали таких же змеев из бамбука и шелка. В городах разыгрывают спектакли по мотивам легенды о Каюмарсе, первом царе, победившем зимнего демона. Актеры в золоченых доспехах сражаются с чудовищами в черных плащах под одобрительные крики толпы. А в селах до сих пор исполняют гуль-гардони, обряд сбора первых цветов. Девушки в расшитых платьях идут в горы, срывают подснежники и поют. В 2024 году праздник объединяет поколения. Бабушки в кишлаках все так же варят суманак, а молодежь в Душанбе устраивает флешмобы с хэштегом «Навруз». Правительство организует грандиозные концерты, где народные певцы исполняют фалак, мелодии, от которых дрожит душа. Но главное чудо происходит в селе Ходжа-Мастон, где уже 30 лет подряд воссоздают торжество Джамшида. Всадники в доспехах древних персов проезжают через врата весны, а акробаты изображают борьбу стихий. Родные, ну скажите честно, посмотрите на эти великолепные фотографии. Перед нами стройные девушки в традиционных платьях-рубахах, известных как курта, и свободных шароварах. Каждое платье украшено изысканной вышивкой, отражающей богатство культурного наследия нашего народа. Обратите внимание на разнообразие вырезов воротников, горизонтальные для молодых девушек и вертикальные для замужних женщин, что подчеркивает уважение к традициям и семейным ценностям. Навруз – это не просто праздник, это символ возрождения природы и человеческой души. В эти дни по всей стране проходят масштабные мероприятия, собирающие тысячи людей. Особое место занимают концерты на стадионах крупных городов, где выступают лучшие артисты и коллективы. Посмотрите на эти кадры. Яркие костюмы, зажигательные танцы и счастливые лица зрителей создают непередаваемую атмосферу единства и радости. Навруз напоминает нам о важности единства, мира и взаимопонимания. Он объединяет людей разных возрастов и профессий. Пусть этот праздник вдохновляет нас на добрые дела, укрепляет наши семьи и приносит благополучие в каждый дом. Дорогие, если вам понравился выпуск, пожалуйста, поддержите наш канал. Потратьте всего 1 секунду, чтобы поставить лайк и подписаться. Для вас это мелочь, а для меня
огромная мотивация создавать новые интересные выпуски. Напишите в комментариях, о каких аспектах персидской культуры вы хотели бы узнать больше. Самый популярный комментарий станет темой моего следующего видео. Спасибо за ваше внимание. Ассаламу алейкум. بهاری شریف در وطن رقصم، نوروزی مبارک جاودان، دخترانی زیبا چون گلشینی سبز، در پاییز اومد سرود می‌سراید، در کوه سرم پای صنوبر می‌پیماید، آبشاری فرا در دل هوا می‌آورد، هر یک گل که می‌شکافد از زمین قصه عشق وطن را می‌گوید. نوروزی منی وطنی من، تو مادری من، تو آسمانی من، در این روزی نور دل‌ها یک است، تا جاودان زنده باد این وطن. نوروزی من وطنی من، تو مادری من، تو آسمانی من، در این روزی نور دل‌ها یک است، تا جاودان زنده باد این وطن. دختری تاجیک مختابی شب‌ها در روی شیشک و پاکیونگی است، هر قدمی او چو شهلا در دشت، مرزوری سبز رو برقص می‌درآورد، در دست‌هایش سبز و سنجید، در دیده‌هایش روزی پدر و مادر. نوروز بیو میگوید این زبانی شیرین که در هوا بشود تا به چهار سو. نوروزی من وطنی من، تو مادری من، تو آسمانی من، در این روزی نور دل‌ها یک است، تا جاودان زنده باد این وطن. نوروزی من وطنی من، تو مادری من، تو آسمانی من، در این روزی نور دل‌ها یک است، تا جاودان زنده باد این وطن. ایستگاه است تو یک داستانی کو، ما همه یکیم در این زمین از پدران، تو بیرسایم به فرزندان. وی نوروزی منی وطنی من، تو مادری من، تو آسمانی من، در این روزی نور دل‌ها یک است، تا جاودان زنده باد این وطن. نوروزی منی وطنی من، تو مادری من، تو آسمانی من، در این روزی نور دل‌ها یک است، تا جاودان زنده باد این وطن.